dobrze jest tych słów słuchać, bo jeśli prezydent Ukrainy ma takiego doradcę, który rozumie Europę, rozumie naturę Rosji, to nic dziwnego, że Ukraina tak twardo staje do walki z tym imperializmem. Teraz chciałem oddać, wspominał premier Czeczeńskiej Wyliczkę Wielką Zaklajew o pani Krystynie Kurczanej. Ja pamiętam jej wspaniałe które poruszały serca i moje poruszyło. Oglądali filmy o Czeczenii. To były filmy, które każdy powinien zobaczyć, dlatego z wielką radością cieszę się, że jesteś tutaj z nami, Krysiu. Zapraszam Cię do zabrania głosu. Because Denis Jones, это тот, кто сейчас говорил, это был не Михаил Подоляк, это был Денис Jones, Европарламент, член Европарламента. Подоляк будет просто по списку, чуть-чуть раньше, даже техническая доклада. Спасибо. Я буду говорить по-русски, извините, если ударение у меня такое, то я думаю, что так будет по-прошлому. Знаете, я, конечно, знаю Чечню не понаслышке, войну знаю не понаслышке, и знаю чеченцев. И когда я говорю поляков, что когда я спрашиваю поляков, а как вы думаете, как вы думаете, наша польская душа, она ближе к какой? Там славянской или чеченской? Они говорят, ну что ты, какой чеченской? Нет, это мы ничего не понимаем. А вдруг оказывается, что нам намного ближе по душе чеченская душа, чем какая-нибудь другая. Почему? Потому что есть две вещи, которые очень важны для чеченцев и для поляков. Одинаково. Это свобода и честь. Прежде всего, нас соединяет ощущение свободы. А доказательство тому есть наши восстания. Польские восстания 1830 года и 1863 года, это совпадает с восстаниями антирусских русских против солдатов, русского насилия с чеченскими. Это были восстания Байбулата Тамиева, Байсанкура, султана Мануевского, Тозы Акмураева, Алдамова, восстание Саидбека. Это намного больше было восстание в Чечне, чем в Польше, но мне подсказали часто люди в Чечне, а знаешь, что между нашими генералами, солдатами и командирами прежде всего были польские, не то что генералы, но польские солдаты, может быть, генералы, которые вывезли из Польши после восстания в Сибирь, и они, когда уволились из Сибири, они там убежали, они помогали чеченскому народу в их восстании. Это просто доказательство, что нас соединяет ощущение свободы, безусловно. А то, что есть у чеченцев, и что мне поражало с самого начала моего знакомства
убеждена, что так и будет. И, конечно, есть разные условия содержания этих своих слов, но если только чеченец может содержать свое слово, он это сделает. Я надеюсь, что у поляков тоже есть такая черта. То, что я писала много о чеченцах, конечно, о Чечении, о восстаниях чеченских, не о восстаниях, о террористических актах, которые приписывают чеченцам. И это в моей второй книге «Говорю о Кремлевскую стену» и в книге «Вова Владимир мир» «Тайны путинской России». И, знаете, есть, конечно, у меня есть литературный агент, который старался, чтобы эти книги перевести на английский язык. И что оказалось? Сначала говорили да-да-да, а потом оказалось, что это невозможно. И сейчас только я осознала, почему, какое сильное сопротивление бывает на Западе, чтобы узнать правду о этих террористических актах, которые совершены в России. Конечно, я говорю и о дагестанской провокации. Я говорю о самом начале путинского режима. Конечно, эти сентябрь 1999 года, когда умирают люди, когда вспыхивают дома в России. И знаете, во многих книгах, во многих биографиях путинских, это вообще не есть утверждено, что это российская рука, что это ФСБ. И есть такой господин Филипп Шорох, который написал огромную, очень известную биографию Путина, который пальцем тыкает, что я неправду говорю, и что те, которые говорят, что это российская рука, что это ФСБшная рука, они похожи на тех, которые не верят что взрывы в Соединенных Штатах в 2001 году в сентябре были Аль-Каидой. То есть дело действительно есть только две книги, которые я нашла, которые говорят правду об этих страшных событиях. Это автор, голландский автор, нидерландский автор Марсель ван Херпен, который написал книгу «Войны Путина». И он там подробно, не подробно, но достаточно ясно пишет, где, что и как, и что эти взрывы, и что даже в теракте в Исламе, что даже в теракте в Норд-Осте есть, конечно, подпись чеченский, но автор и придумали этот теракт, это абсолютно ФСБшное. И я в моих книгах занимаюсь просто правдой. Я журналист фактов. Я занимаюсь литературой фактов. И все, что у меня написано, доказано. Конечно, мои доказательства, в моей работе. Огромная была подбора и «Новой газеты», где работала Политковская, и людей таких, как Сергей Юшенков или Юрий Щекучин, который Сергей Юшенков, это был посол Думы, который занимался расследованием этих терактов. И я говорила о этих
история, надо все сделать, чтобы история была доказательством правды. А это очень важно. Кто взрывал дома, кто это устраивал, кто стал за терактом в Беслане и кто стал за терактом в Донбассе. Эти те самые известные теракты. И просто я всегда сделаю для правды, а эта правда абсолютно есть в пользу моего любимого чеченского народа. Z filmu usłyszymy głos tym razem pana właśnie Podolaka. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyli. Добрый день. Я с большим уважением хочу передать слова благодарности за то, что вы собрались сегодня почтить память, на мой взгляд, одного из выдающихся людей современности, человека, который абсолютно точно предвидел все, что будет происходить в ближайшей истории, хотя сам не дожил до этого момента, который абсолютно точно понимал, что такое Россия, зная ее истинные намерения, независимо от того, в каком состоянии Россия находилась в начале 90-х. Человек, который предсказал единственное решение, и о котором, кстати, я прошу, чтобы вы подумали, это вернуться к идее создания Лиги независимых государств Закавказья, суверенных государств, и те, которые есть, и те, которые должны быть воссозданы на территории основного государства под названием Российской Федерации. Господин Дудаев еще раз предсказал все, в чем мы сегодня, к сожалению, живем. Это сложное время, эти страшные дни и эту злобу, которую Россия вчера еще затаив, сегодня выплескивает на территорию Большой Европы. Хотя все, что делает сегодня Россия в Украине, опять же, господин Дудаев неоднократно предсказывал. И это все в свое время прожил великий народ Чеченской Республики Ичкерия. Давайте начнем еще раз с главного, с того наследия, которое оставил Джакар Дудаев. Это наследие, на мой взгляд, выражено в том, что воля к сопротивлению у чеченского народа до сих пор на высочайшем уровне. То наследие, которое он оставит, это еще раз полная тотальная характеристика России как злобного государства, агрессивного догма, которое никогда не закончит пробивать чужую кровь, которое никогда не остановит своей экспансии. Наследие Дудаева – это попытка в 92-м, еще хотел сказать, странам, республикам, потенциально готовым быть суверенными этническими государствами, что нужно объединяться, нужно выстраивать совершенно другой уровень отношений в регионе Закавказья или Кавказа шире, и совершенно по-другому выстраивать отношения с Россией. И более того, лишать Россию возможности через этот регион влиять в глобальном смысле этого слова. Все это мы сегодня переосмыслим. Все это мы сегодня делаем, опять же, упоминая Джакара Дудаева как человека, который предлагал нам пройти по правильной дороге, а мы, к сожалению, всего этого тогда не слышали. Сегодня нам нужно вернуться к его наследию, нам нужно переосмыслить и не просто сказать спасибо господину Дудаеву за то, что он наставил нас на путь истины, но еще раз понять, что слова пустыми не бывают, если эти слова сказаны от чистого сердца и эти слова прожиты своей непростой жизнью. Вы прекрасно знаете, что происходило в семье Дудаева с точки зрения и депортации, и последующей его карьеры в Советском Союзе, и быстрого осознания, когда распался Советский Союз, что есть небольшое окно возможностей, которые нужно использовать для нескольких базовых вещей. Первое – для построения субъектных государств,
субъектного государства Чеченская Республика Ичкерия и для выстраивания правильных отношений с Россией. А правильные отношения с Россией – это изоляция России, это тотальная граница, это тотальное закрытие своего культурного и информационного пространства от российского влияния. И, безусловно, это никакое не сотрудничество с Россией. Суть российского режима – это поглощение других, это истребление других и занятие их места. Вот то, что сегодня происходит в Чечне, это именно такая стратегия. Разделяй, покупай, коррумпируй и властвуй. Какое-то время всех остальных уничтожать. То же самое Россия делает сегодня в Украине. И в принципе в любой стране, куда приходит Россия, всегда царит убийство, насилие и уничтожение. Поэтому я бы сказал так. Огромное историческое уважение господину Дудаеву. Второе, огромное сожаление, что тогда многое мы не понимали. К сожалению, тогда мы думали о том, что с Россией можно разговаривать, с Россией можно жить в одном доме, с Россией можно устанавливать торговые отношения, России можно доверять. Хотя он прямо говорил, никогда не доверяйте русским. Они придут только для того, чтобы вас обмануть. И сегодня мы должны все это, еще раз скажу, переосмыслить. Мы должны вернуться к истокам своей самостоятельности, своей субъектности. Мы должны вернуться к истокам того, что тогда предлагал Дудаев. Не верьте и не просите ничего в России, не заключайте никаких договоров, не подписывайте никаких миров, косоветов, ничего не делайте, никаких Минсков, никаких нормандских форматов. Это в итоге приведет к гораздо большей крови, гораздо большему уничтожению людей, гораздо большему вырезанию и насилию. Потому что Россия может реализоваться только через насилие. И в то же время Украина может реализоваться точно так же, как и Чеченская Республика Ичкерия, только через созидание, через партнерство, через свою государственность. Мы уникальны, вы уникальны. Дудаев был уникален. И сегодняшний президент Украины Зеленский уникален в том, что как раз он подчеркивает наши абсолютные отличия от России. Точно так же, как и многие этнические, я бы назвал это государства, которые, к сожалению, все еще не состоялись с юридической точки зрения, но состоялись фактически, и которые, к сожалению, опять же, огромному формируют это лоскутное государство российское, которого на самом деле не существует. Еще раз, услышьте, Россия никогда не существовала. Это государство мангустов. Оно, к сожалению, захватывает чужие территории, выхолащивает поколения, делает их людьми, которые ненавидят свое прошлое, свои истории, а потом заставляют этих людей, наших людей, уничтожать наших. Россия всегда идет по этому пути. Поэтому наша задача сегодня. Первое. Сказать спасибо человеку, великому человеку, чье имя вписано в историю, Джохару Дудаеву, за то, что он пытался нас разбудить в начале 90-х. Что-то ему удалось. Что-то сегодня оставляет большие нам возможности. Что-то сегодня делает нас теми, кто мы есть. Второе. Осознать, что только в противостоянии с ненавистным нам государством России мы сможем дальше двигаться правильно и становиться субъектами. Третье. Осознать, что мы можем все, вы можете стать абсолютно, на мой взгляд, правильным и эффективным государством. Мы можем продолжать наращивать свою субъектность, становиться полноценным европейским государством с определенным объемом тех ценностей, которые характерны для Европы, и, соответственно, влиять на бывшее постсоветское пространство, где, это тоже важно, должна прекратить свое существование Россия. Россия должна вернуть то, что она всю жизнь, все свое время существования воровала у других. Территории, жизнь, культуру, информацию, все что угодно. Россия должна перестать существовать, но должны появиться на ее месте справедливые государства, справедливым образом те государства, о которых говорил Джохар Дудаев. Спасибо большое. Еще раз, великая память великому человеку.
Wielkie zasługi dla Czeczenii położył świętej pamięci Zbyszek Romaszewski. Jego małżonka jest chora i nie może uczestniczyć w naszej konferencji, ale jest z nami jego córka, ich córka, Agnieszka Romaszewska, która zaprasza nas do głosu, do wielu lat. Dzień dobry Państwu. To wielki zaszczyt dla mnie tutaj móc wystąpić. Myślę, że tata na pewno byłby tutaj, w związku z tym uważam, że to mój obowiązek, żeby też tutaj być w takiej sytuacji. To były te jeszcze naiwne, by powiedzieć, początki lat 90., kiedy przyjaźń polsko-czeczeńska rozkwitła i tutaj czempionem był Adam Borowski. Wspierał go mój ojciec, kiedy tutaj Sejm odwiedził jeszcze Aslan Maschadow, kiedy ojciec był przyjmowany w Czeczenii, w wolnej Czeczenii wtedy, tak jak się wydawało, że może być wolna. I to wspieranie niepodległości, samostanowienia wydawało się oczywiste, że Polska zawsze już tak będzie się zachowywać. No jak się okazało, to nie zawsze jest tak. Nawet dzisiaj mogliśmy to obserwować. Niestety. No ale niemniej jednak uważam, że to nie jest tak, że pewne wartości przemijają, są tylko, jakby to powiedzieć, elementem epoki historycznej. Dżochar Dudajew, którego rocznica śmierci minęła właśnie przedwczoraj, rzeczywiście to jest aż zadziwiające, jak się patrzy, bo internet przywraca wszystko, jak się patrzy na te jego wypowiedzi, że wycięte czasami można je znaleźć w sieciach społecznościowych i wydaje się, skąd on to wszystko wiedział, no jakoś widać wiedział. Ale widać też to, że żeby mieć jasną ocenę rzeczywistości, trzeba się opierać jednak na podstawowych wartościach. To znaczy, jeżeli się za dużo kombinuje, mówiąc kolokwialnie, dla politycznej korzyści czysto bieżącej, to odpuszcza się myślenie o całości, o tym, jak naprawdę wygląda ta polityczna rzeczywistość w perspektywie wielu lat czy wielu dziesiątków lat. Mam nadzieję, że będzie jeszcze sporo ludzi, dużo ludzi będzie starało się być wiernym tym wartościom, będzie o nich pamiętać, tak jak to zawsze czynił mój tata. Rzeczywiście on był bardzo przejęty tą sprawą. Miał przekonanie, że nie można jej odpuścić, że to nie jest tak, że zapominamy. Ten mały naród już tam gdzieś, już z oczu do serca. Poszedł z oczu, to poszło z serca. Już nie wiemy co właściwie. My już jesteśmy jakby gdzie indziej. Musimy o tym cały czas pamiętać, musimy też cały czas zdawać sobie sprawę, że ta nasza geopolityka, wspólna geopolityka tego regionu, ona się nie zmieniła. Ona cały czas jest taka sama. Ona tylko inaczej się przejawia. No i to w zasadzie tyle, co chciałam Państwu powiedzieć. Chciałam Państwu przypomnieć o tej wierności wartościom. Chciałabym jeszcze raz o to do wszystkich apelować i podziękować wszystkim tym, którzy, Adamowi między innymi, tym, którzy są im wierni po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Agnieszko bardzo i mogę tylko powiedzieć, że stale brakuje Twojego taty, zarówno w polityce wewnętrznej, tej naszej tutaj w Polsce, bo zawsze dało świadectwo pewności i wartościom, ale i również w tej polityce wierności międzynarodowej, która gdzie dla niego moralność miała ogromne znaczenie. Serdeczne Bogdana. Natomiast teraz głos zabierze też niestety z Onena, to być Olek Dudda, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Wiadomo dlaczego nie może być tutaj. Ma tam obowiązki na Ukrainie. Olek, zapraszam.
Zapraszamy do puszczenia. Приветствую всех участников, спикеров. Это конференция, посвященная памяти убийства Джохара Дудая. Я бы даже сказал не убийство, а больше террористического акта против государственных деятелей. А безусловно, Джохар Дудай и государственный деятель, и лидер независимой Чечни. В какой-то степени я бы назвал Джохара Дудая современным правителем, который свою жизнь, свою борьбу отдал на благо человечества. В данном случае Джохар Дудай отдал на благо чеченского народа и тех народов, и тех республик и государств, которые окружают эту новую Российскую империю. Своим жизненным путем, своей борьбой Джохар Дудай показал всю сущность этой Российской империи, которая не зависит от того, кто сегодня привез на трон. То ли это Греция, то ли это Путин. Сущность привез на трон всегда одна. Это прощение, это кровь, это война. И не важно, какие словеса, какие термины и месседжи они это облекают. Это не имеет никакого значения. Всегда за ним идет война. И Джохар Дудай, весь чеченский народ в 90-х годах отдали только себя, отдали свои семьи, отдали свою кровь для того, чтобы выиграть для нас войну. Выиграть время для украинцев, выиграть время для балтийских государств, выиграть время для других народов республик, которые окружают Российскую империю. А это безусловно империя, суть которой всегда экспансия. Всегда. Без экспансии она жить не может. Именно Джохар Дудай свою работу и ичкерийцы, и чеченские государства показали всю сущность этой имперской политики. Все то, что сейчас мы имеем в Украине и даже в Европейском Союзе, было опробовано и показано в 90-х годах в Грозном и Чечне. Бомбардировки Грозного, геноцид Чечня, гибридные операции и атаки, и фактически террористические акты, то, что произошло в Джохар Дудае, это все произошло в Чечне. Только это было 30 лет назад. Джохар Дудай своей жизнью и кровью чеченского народа выбрал эту победу. Другой вопрос, как мы этим воспользовались, как мы это осознали и как мы к этому подготовились. Но Джохар Дудай преодолел свою жизнь. И, естественно, за такую жертву, как минимум в каждой стране цветов, минимум должен стоять память Джохара Дудая, и имя должно называться. Это тот минимум, который мы можем отдать. А отдать мы должны быть гораздо больше для всех чечен, для всего чеченского народа, за их жертву. За жертву Джохара Дудая. В какой-то степени я бы назвал Джохара Дудая, помимо того, что он Прометей, я бы его еще назвал Малягином. Если бы на тот момент, на моменте 90-х годов, был шанс так же самый, как у Малягина, отвоевать окончательно свою независимость, если бы европейские государства, Соединенные Штаты, не посчитали о том, что можно превратить русского медведя во что-то более естественное, о том, что он может быть демократическим, то сейчас бы Джохар Дудай стоял с нами, и он бы вел такую же славу, который создал независимое, полномочное и полноправное государство Чечни. И в какой-то степени то, что произошло в Чечне в 90-х годах, мы имели свою вину и свою недорогу. Потому что не заметили, не прислушались, не ответили. И сейчас практически все мы должны продолжить делать Джохара Дудая, всего чеченского народа и закончить эту историю Российской империи. Мы должны понять на его жизнь, на жизнь всех чеченцев, на том, что происходит в Украине, что не существует возможности договориться с агрессией. Не существует возможности договориться с Москвой. В какой-то
степени, как сказал, как говорили Игорь, как военный должен иметь, как военный должен быть служен, также и сейчас мы должны принять за себя одну цель. Москва должна быть разрушена. В любом смысле этого слова. Российская империя должна иметь. Без этого она всегда будет угрозой для соседних государств и для европейских государств. Все, кто этого не понимает, находятся в заблуждении. Как находились некоторые чеченские лидеры в заблуждении после Джахара. Результаты этого мы с вами будем сейчас обсуждать. Более того, то, с какой политикой сейчас работает Москва, говорит о том, что других вариантов не существует. Либо Москва порабощает еще раз Восточную Европу, на результаты, которые мы можем посмотреть сейчас в Чечне, либо Российской империи, не будет существовать. Все утверждения или принципы о том, что можно каким-то образом наказать, отдать под суд военных преступников, тех, кто развязал эту политику в Москве, является большим заблуждением. История, опять же, Джохара Дудаева показывает, для имперцев, для властителей Кремлевского храма не существует никакого суда, кроме наказания и непосредственно Богу. Других возможностей не существует. История различных империй играет роль. Более того, история Российской империи в этом смысле. Все иное — это все попытки договориться, найти альтернативные методы ведут к поражению. История, кстати, Ичкерии после Джохара является ярким свидетельством этого. Поэтому давайте прочитаем еще раз память Джохара и сделаем правильный вывод с его жизни и с того пути, который нам осветил и показал в своей жизни и своей смерти. Не надо выдумывать ничего нового. Просто надо следовать слова действия Джохара Дудаева. Еще раз мои приветствия и поздравления всех участников этой конференции. И, безусловно, уверен, что в каждой столице Европейского Союза, европейских стран будет улица Джохара Дудаева, и мы закончим тот год, который 30 лет назад начали. Хорошего года. Поговорить и несколько слов сказать на польском языке. Спасибо большое за приглашение на конференцию. 30 лет тому назад я был корреспондентом польского телевидения. Вдруг со мной в Чечении приехал мой друг, тогда Рафал Джинчевоцкий, можем его пригласить. Вот. И мы можем запросить. Przepraszam, miałem kłopot. Więc proszę Państwa, jesteśmy świadkami razem z moim przyjacielem Rafałem Dzięciołowskim tego wydarzenia, które miało miejsce 30 lat temu, gdyż los nas rzucił. Pojechaliśmy do Czeczenii, chcieliśmy zrobić wywiad z prezydentem Dudajewem i tak się złożyło, że przyjechaliśmy do Groznego dosłownie 2 dni, jeżeli dobrze pamiętam, 2 dni przed atakiem na Dudajewa. Mieliśmy dogadane spotkanie. Prezydent Dudajew był wtedy w środkowej Czeczenii, na południe od Północna, takiej miejscowości, Jechiczu to się nazywało, taka wieś. I tam właśnie nastąpił ten zamach w takim jarze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że byliśmy pierwszymi i właściwie jedynymi osobami, które następnego dnia przyjechały w miejsce tego zamachu. Teraz coś Państwu pokażę. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że kiedyś doczekamy wolnej Czeczenii, gdyż jestem jedynym posiadaczem artefaktów z tego, co zostało z tego samochodu. To chciałem powiedzieć.
zamachu. Mamy dokumentację filmową, Rafał robił zdjęcia. To wszystko jest potwierdzone, to co mam przy sobie jest potwierdzone, że to jest z tego miejsca. Resztę z tego samochodu mam fragment munduru prezydenta Dżohara Dudajewa. To wszystko przechowuję u siebie w moim archiwum z nadzieją, że kiedyś będę mógł to przekazać do Muzeum Dżohara Dudajewa w Groznym. I naszym też efektem tego wyjazdu był taki dokument, który zrobiliśmy, reportaż 40-minutowy z Rafałem. On się nazywa Samotne Wilki. I właściwie możemy go nawet wyświetlić, bo się okazało, że mam streamie go w telefonie, jeżeli znajdziecie Państwo czas na to. I w ogóle wtedy poznaliśmy się z panem premierem, wówczas bojownikiem Ahmedem Zakajewem. Występujesz tutaj w naszym filmie. Byliśmy jeszcze piękni i młodzi, teraz już jesteśmy tylko piękni. W każdym razie, no, tam się poznaliśmy w Urusmartanie. Później była konferencja wdowy już Ały. Też mamy to wszystko nagrane. To wszystko jest zarchiwizowane. Jest to w moich rękach. Też materiały wyjściowe. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł to przekazać też w odpowiednie ręce w Czeczenii. Mamy naprawdę historyczny zapis. Chciałbym, dlatego też jestem tutaj zaproszony przez Adama, między innymi dlatego, żeby została ta informacja, może się komuś kiedyś przyda do czegoś, że z tego akurat wydarzenia w polskich rękach, w naszych rękach mamy naprawdę bardzo ciekawy zapis historyczny tego wydarzenia. Po wielu, wielu latach, bo razem z Rafałem nocowaliśmy w domu obok tego miejsca ataku, to było niedalekiej odległości. Pamiętam, uprowadzał nas taki człowiek o imieniu Wacha. Mam tutaj zdjęcia też, nie wiem jak się nazywał, nie wiem co się z tym stało. I nocowaliśmy w tym domu. Ibrahim. Ja Ciebie pokażę potem. Po wielu latach się okazało, bo pamiętam, że z Rafałem zapytaliśmy się, gdzie jest ciało prezydenta Dudajewa. Po wielu latach się okazało, że nocowaliśmy w tym samym domu, a jego ciało było w dywanie z obyczajem muzułmańskim zamknięte obok w pokoju, bo jeszcze nie był pochowany. Także to są takie nasze reminiscencje, że właśnie mieliśmy jakby wywiad się nie odbył, a teraz film powstał. Dziękuję. Proszę Rafał. Proszę Państwa, 30 lat po tym pobycie w Czeczenii nosi się w sobie jakąś refleksję na temat tego, co się stało, jakąś naukę na przyszłość, jakąś lekcję tego, w którym momencie żeśmy się znaleźli i jakie wyciągaliśmy wnioski z tej przeszłości. Myśmy jechali do Czeczenii, no jak wszyscy romantyczni Polacy z przekonaniem, że będziemy uczestniczyli w tym wielkim, czystym i zwycięskim zrywie narodowym, który pozwoli wybić się na niepodległość jednemu z licznych zniewolonych narodów Rosji i że ten płomień czeczeński będzie towarzyszył, pójdzie przez Rosję, że Rosja przestanie być więzieniem narodu, przestanie się krainą wolnych, godnych ludzi mających osobiste prawa i własne państwo, w którym mogą realizować siebie. I tak się oczywiście nie stało. Ja myślę, że z Państwem tylko jednym poczuciem jakiejś przygnębiającej goryczy z tego powodu, że to się stało na naszych oczach, a my mieli świadkowie, mimo prób krzyku, bo ten film był dowodem krzyku, jeszcze potem jeździliśmy na wybory, jeszcze potem próbowaliśmy upubliczniać sprawę czeczeńską, że przegraliśmy, że Czeczenia, że los Czeczenii wymordowanej przez Rosjan stał się zbrodnią założycielską tego imperium, które byśmy powiedzieli, że stało się nowym imperium, gdyby nie
przestało być imperium. Że w Rosji zawsze pragnienie odbudowy potęgi imperialnej było w ogóle warunkiem trwania tej państwowości. I pytanie do nas dzisiaj, bo nie chcę tutaj za długo mówić, ale pytanie do nas dzisiaj, to czy z perspektywy tych 30 lat, te słowa, które przytoczył jeden z litewskich chyba parlamentarzystów, słowa Dżochara Dudajewa, że jeżeli Europa będzie patrzyła na Czeczenię, na problem Czeczenii, jak na wewnętrzny problem Rosji, to sama stanie się wewnętrznym problemem Rosji. Europa stanie się tym problemem. Że on się sprawdza na naszych oczach, że Czeczenia, Gruzja, teraz Ukraina, a przecież chyba pamiętamy, że w grudniu 2021 roku w tym zestawie wymagań, które Putin przedstawił Zachodowi, były też nowe kraje NATO, czyli kraje bałtyckie, Polska, Węgry, Rumunia, z takim żądaniem, żebyśmy praktycznie się rozbroili, żebyśmy stali się strefą buforową między Rosją a Zachodem, żebyśmy przestali być pełnowartościowym członkiem NATO. Z tego płynie jeden geopolityczny, zasadniczy wniosek, mianowicie taki prosty, który jak uśmiechać do Czeczenii, to żeśmy go w sercach mieli, no, że tam jest miejsce Polaka, gdzie biją Moskale. I nic więcej nam nie potrzeba dzisiaj i nic głębszego, nic prawdziwszego nie potrzebujemy, żeby wiedzieć, co trzeba robić. Tak bardzo mnie w związku z tym bolą te słowa niesprawiedliwe kierowane wobec Ukrainy, które słyszymy coraz częściej w Polsce. I tak bardzo wydaje mi się, że one są nie tylko niesłuszne, niesprawiedliwe, nieuczciwe, ale też niedorzeczne i całkowicie sprzeczne z polską racją stanu. Dlatego, Adam, dziękuję Ci nie tylko za Czeczenię, ale dziękuję Ci też za to, jak wielu głosów z Ukrainy słyszeliśmy tutaj i będziemy jeszcze słyszeć. I dziękuję też Państwu, bo widzę tu wielu przyjaciół z Białorusi, z Rosji. Tak, są wolni, odważni Rosjanie, którzy cały czas wierzą, że odezwie się ten zapomniany dzwon Republiki Nowogrodzkiej, który przyniesie też Rosjanom wolność, no bo Rosja jest takim samym więzieniem, ciągłym więzieniem. I chcę Ci powiedzieć, Adam, jedno, że zawsze przy Tobie czuję ten czysty ton, to czyste brzmienie i ten szczery głos wolności, ludzi wolnych, którzy nigdy nie dali się zniewolić. Za co Ci dziękuję i za Twoją działalność. Wokół mnie są tacy ludzie jak Andrzej, jak Anna, jak Krystyna. To daje nadzieję, bo mylił się, śpiewając, że ludzi dobrej woli jest więcej. Czesław Międlar, on się myli. To nieprawda. Ale nas jest wystarczająco dużo ludzi dobrej woli, żeby nasz głos był słyszany. Żeby nasz głos był słyszany, żeby poruszać sumienia ludzi. Tak jak Ty byśmy poruszałaś sumienia swoimi książkami, swoimi filmami. Jak Wy poruszacie, nawet tymi słowami tutaj jest. I też mnie bolą słowa, które padają złe w stosunku do Ukrainy. Bardzo